прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Объектов больше, людей меньше. Теперь у нас на 90 детей рождается меньше, чем 7 лет тому назад. Что происходит в Сабинском районе и как собираются решать проблемы, узнал Дмитрий Аренин. Единственная в республике. У нас все специалисты в одном здании, не то что в одном здании, даже на одном этаже, можно сказать. Какие преимущества для пациентов дает сертификат? Альбина Аслагараева. Ближе к людям. Больше перенести в муниципалитеты. Дом дружбы народов республики собирается транслировать свой опыт и в сельские клубы. Что еще планируется, узнавал Рамиль Шайдулин. В лидерах среди городов-миллионников по спортобъектам. Сегодня нужно закрытые объекты. Вот ФОКи. Подробности у Юлии Муратовой. К экономике вопросов почти нет, а вот с демографией нужно что-то делать. Человеческий капитал сегодня стал главной темой на итоговой сессии Сабинского района. Сюда оценить показатели и дать задачи на будущее приехал Рустам Миниханов. Главная проблема – отток населения. Что собираются делать, чтобы молодежи комфортно жилось на селе и она не уезжала в город, узнал Дмитрий Аренин. Трудолюбию и мастерству местных воспитанников можно только позавидовать. У колледжа соорудили большую выставку из огромных ледяных фигур. Здесь даже расположился целый зоопарк. Мне больше всего понравился вот этот пингвин. Он просто поражает своими размерами. Главная же новостройка Сабинского аграрного колледжа – новый корпус. Его площадь почти 4000 квадратных метров. В нем разместились 20 учебных аудиторий, в том числе и с мультимедийными тренажерами. Учиться действительно стало лучше, потому что новые возможности появились. Сейчас здесь учатся более 400 студентов. Сегодня, поздравляя их, Рустам Миниханов вручил колледжу сертификат на 100 000 рублей. Также сегодня Рустам Миниханов посетил открытый в минувшем году универсальный спортивный комплекс. Здесь будет спортивная школа по бадминтону и теннису, а также другие секции. При этом, как отметили уже на районной сессии, нужно, чтобы молодежь оставалась на селе, а не уезжала в город. Как подсчитали, сейчас в районе сократилось число браков, и как следствие стало меньше рождаться детей. В 2018 году у нас было заключено 143 брака, что на 44 меньше, чем в предыдущем году. Хочу отметить, что факты рождаемости нас не радуют. Теперь у нас на 90 детей рождается меньше, чем 7 лет тому назад. Выход из ситуации вид в республиканских программах, которые помогают сохранить село. Это и строительство жилья с льготной ипотекой, и обустройство местных общественных пространств. Как отметил Рустам Миниханов, нужно искать различные формы поддержки молодежи, в том числе и учить предпринимательству. Каждая территория должна быть самодостаточной. Сабинский район, родной мой район. Значит, мы всегда... Было бы мне стыдно, если здесь у вас работа шла хуже. Было высказано много желаний, беспроцентные кредиты, другие. Да. Я считаю, что надо находить какие-то формы, может быть, может через какие-то гранты. Посмотрим, изучим. И, конечно же, надо находить решение. Еще и задача району. В сельском хозяйстве нужно добиться, чтобы все земельные участки использовались по максимуму, без простоя. В промышленности упор будут делать на создании индустриальных парков. И даже говорят об IT, по робототехнике. Дмитрий Аренин, Вадим Маларионов, ТНВ, Сабинский район. Оценил ремонт в первом отделе полиции и узнал, почему КАМАЗ больше не будет закупать топливные баки в Австрии. Свой второй рабочий визит Рустам Миниханов сегодня совершил в Челны. Напомним, в декабре градообразующее предприятие КАМАЗ отпразднует полувековой юбилей. С какими успехами идут к этой дате? Сергей Хайдаров. Приехав в Автоград, Рустам Миниханов увидел, как работает прессово-рамный завод КАМАЗа. Здесь с декабря 2017-го реализуется проект локализации алюминиевых топливных баков для автомобилей КАМАЗ нового модельного ряда. В этих самых баках у завода всегда была потребность. Заказывают из Австрии. Производство планируют запустить в конце года, и от заграничных поставок завод сможет отказаться. Это уже первый автозаводский отдел в тех же Челнах. Его после ремонта не узнать. Провели отделочные работы, заменили электропроводку, инженерные системы отопления, канализацию, водоснабжение. Даже мебель теперь новая.
Все же главное сегодня сессия Госсовета. Здесь подводят итоги минувшего года. 345 миллиардов рублей. На эту сумму пополнился бюджет республики благодаря «Автограду». Результаты экономики нашего города напрямую связаны с деятельностью градообразующего предприятия КАМАЗ, на долю которого приходится около 40% от общего объема промышленного производства. В настоящее время КАМАЗ реализует крупнейший проект стоимостью более 100 миллиардов рублей. В его рамках заключен первый для республики специальный инвестиционный контракт. Большие предприятия и крупные контракты хорошо, но надо и про малый бизнес не забывать, продолжает уже Рустам Минниханов. Максимально поддержать предпринимателей – одна из основных задач от президента. Разговор зашел и о медицине. Как казалось, больше половины челнинцев недовольны уровнем медуслуг в городе. Мы можем сколько угодно показывать красивые поликлиники, куда мы вбухали большие деньги, показывать хорошие медицинские центры. Будем и дальше ремонтировать то, что Дарья Гамбар сказал. Кто обеспечит, чтобы вот 51% этих людей были тоже довольны? И еще на одном сделал акцент президент. Безопасность газового оборудования и своевременные проверки. Ничто не должно омрачать жизнь одного из самых успешных городов республики. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Качество медуслуг – вопрос актуальный для всей страны. Сегодня стало известно, Россия заняла лишь 95-е место в рейтинге здоровых стран. Ситуацию может выправить система добровольной сертификации поликлиник и больниц. Ее проводит Росздравнадзор. Какие медучреждения республики уже работают по стандартам качества, а какие только в пути? Альбина Салгараева. Казалось бы, обычный прием, но ведут его в детской поликлинике Васина по специальной системе. У каждого врача напоминание. Они работают в рамках сертификата Росздравнадзора. Данная сертификация, чем она хороша? Она дает уверенность, прежде всего, самому медицинскому учреждению в том, что вся медицинская помощь будет оказана с точки зрения безопасности на практически идеальном уровне. Детская поликлиника Азина в структуре ДРКБ. Сертификат они получили 2 года назад. Качеством услуг довольны и мамы маленьких пациентов. Нам заранее говорят время, во сколько приходить, заранее предупреждают. Во-вторых, у нас все специалисты в одном здании, не то что в одном здании, даже на одном этаже, можно сказать. Мне очень понравилось, мы раньше жили на Попова, там был этот как бы старое здание. Когда я сюда пришла, прям было вообще... И ребенку сразу понравилось, есть кафе. В перспективе добровольный сертификат Росздравнадзора должны получить все медучреждения страны. Получить аналогичный сертификат сейчас готовятся МКДЦ, РКБ и БСМП в Набережных Челнах. Им предстоит пройти большую проверку. Анализировать будут многое, начиная от обеспечения лекарственными средствами и заканчивая мнением пациентов. Опрашивать будут в том числе и членов их семей. Стандарты добровольной сертификации позволяют создать систему управления качеством и безопасности меддеятельности. Проще говоря, улучшить оказание медуслуг на всех уровнях. В перспективе это положительно отразится в целом на самочувствии здравоохранения страны. Как раз на этом сделал акцент в своем послании Владимир Путин. Он отметил такую практику, как бережливая поликлиника. В республике есть аналог – дружелюбная поликлиника. Работает в 58 учреждениях. Возвращаясь к посланию президента Российской Федерации, большое внимание уделено было внедрению высоких стандартов в системе здравоохранения. Речь шла в том числе о таком проекте, как бережливая поликлиника. И президент говорил о том, что в нескольких регионах такая программа уже действует. В Татарстане она называется по-другому. Дружелюбная поликлиника, но суть, смысл, безусловно, тот же. Еще один вопрос, который нужно решить, это нехватка узких специалистов. Укомплектованность казанских больниц, оборудование очень хорошее. А вот работать на них бывает некому. Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде. Альбина Салгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вместо незаконных построек новый детский сад. В Салават-Купере сегодня снесли здания, которые мешают строительству. Таких 3 постройки. Решение о их демонтаже Кировский районный суд вынес еще в апреле, однако собственники его проигнорировали. Сегодня в дело вступила тяжелая техника. Скоро здесь появится детский сад на 220 мест. Отметим, что до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями в послании Федеральному собранию призвал президент России Владимир Путин. Поскольку должник в установленный законом срок решения суда не исполнил, снос проводится силами исполнительного комитета города Казани. Затраты по сносу объектов будут возложены на должника.
Стать ближе к людям поручил Фарид Мухаммедшин Дому дружбы народов республики. В прошлом году нацавтономии провели больше 1500 различных мероприятий, но большая часть в крупных городах. До глубинки, где живет основная масса народности, так и не дошли. Еще одна проблема – нехватка учителей родного языка в воскресных школах. Как будут ее решать, Рамиль Шайдуллин. Теплая встреча и родная речь. Частая картина в Доме дружбы народов. Марийцы – одна из самых крупных автономий. Показываем, что есть такой коренной народ марийцы, который проживает в Татарстане испокон веков. А вот бурятская община – одна из самых небольших, но активных, чего стоит свежий 15-томный труд о своей истории. Представляем сейчас и хотим в дар народам Татарстана. У всех народов есть все условия для развития своих культур. Только в Доме дружбы в Казани за год прошло больше 400 мероприятий. Об этом сегодня на заседании ассамблеи говорил Фарид Мухаммедшин. Задача – пойти дальше. Нам надо весь этот арсенал, инструментарий этой работы больше перенести в муниципалитеты, ближе к народу. Это будут тематические встречи в домах дружбы, в филиалах ассамблеи, которых уже стало 19. Сегодня же озвучили проблему нехватки кадров для преподавания родных языков. Например, в воскресную школу при Доме дружбы ходят 450 детей, но учат их единицы. В прежние годы мы имели возможность принимать на работу носителей языка с высшим образованием. Однако данный вопрос строго контролируется Департаментом контроля и надзора в сфере образования. Здесь же анонсировали и новый Дом дружбы народов в Альметьевске. По планам в этом же году свои дома появятся и в Мамадыше, в Апастове, Чистополе и Елабуге. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Проверить себя, оказаться лучшим среди своих же. «Единая Россия» начинает кампанию «Праймерис». Это внутрипартийное голосование, когда желающие стать кандидатами в депутаты Госсовета проходят предварительный отбор. Зарегистрироваться, выступить перед населением, найти ответы на их вопросы, заработать больше всех баллов. Кто сегодня уже оказался на волне «Праймерис»? Салават Мухаммадуллин. Первый в списке кандидатов. Кандидаты праймерис Динар Бариев. Он руководитель общественной организации. Во внутрипартийные выборы идет впервые. Мне, как будущему потенциальному кандидату, конечно, интересно принять в таком интересном проекте, как предварительное голосование. Участие. Это, во первую очередь, возможность проявить свои знания. А посмотреть действительно, насколько же тот опыт, который есть, он может быть полезным. Полезной хочет быть и Диана Демина. Она второй участник будущих праймерис. Студент Казанского университета. Решила попробовать свои силы. Считаю, что показать нужно всем, что молодежь у нас сейчас активная. И попробовать свои силы может любой желающий. Документы на участие в праймерис будут приниматься в Казани до конца апреля. Затем кандидатов ждут дебаты и встречи с населением. Оргкомитет работает практически в круглосуточном режиме. Здесь у нас эта работа не останавливается. Если у кого-то даже не состыковывается по графику, мы готовы где-то даже не в указанное время выйти, чтобы принять ваши документы. Единый день предварительного голосования состоится 26 мая. В этот же день все желающие смогут сделать свой выбор через российский портал Госуслуг. По итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета от партии. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани стартовал чемпионат молодых дизайнеров по методике WorldSkills Россия Fashion Skills 2019. Конкурс будет проходить в несколько этапов. В первом участники подготовили эскиз капсульной коллекции. По итогам выберут 16 полуфиналистов. Они поборются за стажировку в дизайнерском бюро одной из торговых марок женской одежды, а также денежный приз 100 тысяч рублей. Напомню, мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа и соберет более 1500 участников. Кадры решают все. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Инженер года-2018». Среди лауреатов и татарстанское предприятие ТГК-16. Творческое, престижное, особенное – это все о ней, о работе инженера. Сейчас многое говорится и делается для того, чтобы молодое поколение чувствовало важность инженерной специальности. Подтверждение тому, текущий год в республике объявлен годом рабочих профессий. А чтобы поощрить и выделить самых талантливых инженеров страны, вот уже 19-й год подряд в Москве проводится конкурс «Инженер года». В общей сложности в нем участвовало, можно сказать, около 1 миллиона человек. Именитые жюри, уважаемый президиум и полный зал гостей церемонии. Сегодня здесь и герои из Татарстана, инженеры ОАО ТГК-16. Реализованные ими проекты помогли увеличить надежность энергоснабжения крупнейших промпредприятий Татарстана и сохранить одни из самых низких в республике тарифов.
Наша станция является одной из самых высокоэффективных станций. Мы обеспечим тепловой энергией и электрической энергией такие крупные предприятия, как Казань-Архсинтез. От подготовленности специалистов зависит успех всей компании, уверено руководство предприятия ТГК-16. И здесь производственные успехи неразделимы с социальной поддержкой своих кадров. Ведь именно от них зависит надежность энергоснабжения промышленных предприятий Татарстана, а также тепло и уют в домах жителей республики. Профессионалы справляются на отлично. Сортировать научились, куда девать не знаем. Раздельный сбор отходов казанцы согласны поддержать, было бы куда сдавать. Для таких в столице работает инициативная группа «Экологично». На этот раз они выставили контейнеры в торговых центрах города. Это те самые шаги к мусорной реформе. Главное, чтобы люди поняли, насколько это важно, говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. О том, как сохранить природу и ресурсы. Алия Хайрудинова. Рабочие часы? Нет, часы не рабочие. Ольга Егорова сортировать мусор начала недавно. Наряду с часами, настольными лампами в пункт сбора вторсырья принесла и одежду. У меня есть молодой племянник, который мне все это подсказал, подписал меня вот на «Экологично» и сказал: давай не будем засорять природу. Вот я вот следую его примеру. Новичок ты или завсегдатый, цель одна – защитить природу. Судьба пластиковых пакетов, которые не перерабатываются вообще, веками копятся на свалках, наверное, меня это заботит, во что превратится наша планета. Акции по сбору отсортированного мусора инициативная группа волонтеров начала проводить 3 года назад. Пока в стране мусорная реформа делает свои первые шаги, для сознательных граждан они находка. Связи налажены не только с переработчиками, но и с благотворительными фондами. Мы просто такие же жители города, которые поняли, что мусора слишком много, пластика слишком много, начали сами сортировать, поняли, что людям некуда это сдавать и решили сплотиться. В помощи нуждаются и сами волонтеры. Сортировка вторсырья не такая уж и простая задача. Есть свои правила. К примеру, вот такие пакеты из-под сока просто так сдать не получится. Для удобства переработчика перед тем, как их сдать, обязательно нужно разрезать. Все, что отсортировали и сдали, обычно помещается в 2 газели. Дальше переработка. А вот одежда, что еще пригодна для носки, попадает в экологичный магазин. Там ее могут приобрести по приемлемым ценам. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ «Казань». В Казани не хватает закрытых спорткомплексов. И это несмотря на то, что столица лидер по количеству дворцов. Будут строить. Работа уже ведется. Об этом говорили сегодня на деловом совещании в мэрии Казани. Как город поборется и за количество, и за качество. Юлия Муратова. Еще 3 месяца назад здесь были лишь сваи, а сегодня рабочие уже почти завершают строительство ледовой арены. Юдинцы смогут прийти на стадион уже 1 марта. Для них детские секции по хоккею и фигурному катанию. Вместимость этого здания 49 человек в час. Каток является тренировочной базой. Лыжероллерная трасса, новые боксы для спортсменов и многофункциональный игровой зал. Для юдинцев обновят и основную базу для лыжников и биатлонистов – стадион «Локомотив». Летом здесь уже построили и новое футбольное поле. Стадион «Локомотив» рассчитан на 20 тысяч юдинцев. Уже в ближайшее время здесь планируют реконструкцию футбольного поля, достройку физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонт подтрибунного помещения. На все это выделено уже более 200 миллионов рублей. Почти 100 спортивных площадок за последние 6 лет. Казань лидер по спортобъектам среди городов-миллионников. Планируют построить еще 15. Нам сегодня нужны закрытые объекты. ФОКи, который новый проект, который сейчас на Тасме достроится, вот такие сооружения, потому что всех в спорт после универсиады мы пригласили, все действительно начали заниматься активно от маленьких до взрослого населения. А зимой где заниматься? Спорткомплекс «Баск» уже на энергосберегающем режиме. Там полностью заменили 700 ламп. Перейти на новое освещение готовятся еще 2 комплекса. И экономия, и здоровье наших людей. Это тот случай, когда наши деньги здесь нужны минимальные или вообще не нужны, а эффект серьезный. Застройщиков спортплощадок наравне с другими соцобъектами освободят от налогов. Об этом сообщил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Такое решение должно способствовать развитию городов. Сейчас в Казани более 2000 спортивных сооружений. Часть из них вошла в программу капремонта. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. И буквально через несколько минут «Акбарс» начнет погоню за Кубком Гагарина. Плей-офф стартует в Балашихе игрой против «Авангарда». А сейчас прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами до завтра. До свидания.
День Х настал. Сегодня в КХЛ стартуют долгожданные матчи плей-офф. Хоккеисты «Ак-Барс» узнали своего соперника буквально на финише регулярного сезона. В первом раунде матча на вылет нам будет противостоять омский «Авангард». Перед вылетом в Балашиху игроки «Ак-Барса» провели открытую тренировку для СМИ. На льду появились Марков, Педан и Потапов, пропустившие концовку регулярки из-за простуды. Сейчас с хоккеистами все в порядке. В боевом составе казанцы готовы начать погоню за кубком. Матч против «Авангарда» начнется сегодня в 19:30. Прямая трансляция на нашем телеканале. Игры пройдут до 4 побед. А волейбольный «Зенит» продолжил выигрышную серию в чемпионате России, одержав 21-ю победу. Руководил нашей командой Алексей Вербов. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу казанцев. В следующем туре 2 марта «Зенит» сыграет в Нижневартовске с «Газпром Югрой». В активе нашей команды 21 победа и 1 поражение и первое место в турнирной таблице. Тем временем ватерполисты «Синтеза» одержали убедительную победу над «Динамо ЦОП» и во втором гостевом матче 12-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 17-7. За 2 тура до старта плей-офф «Синтез» продолжает идти на 3-м месте в табеле о рангах. Отставание от волгоградского «Спартака», занимающего 2-ю строчку, составляет всего 1 очко. Игры 13-го тура казанцы проведут также на выезде. 2 и 3 марта соперником татарстанских ватерполистов станет подмосковный «Штурм-2002». Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Зима отчитывает последние дни. Во вторник будет пасмурно, слабоморозно, местами снег. О погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 февраля на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево около 5 мороза, местами снег. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пасмурно и 4 градуса со знаком минус. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске будет пасмурно и местами снег. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси такая же погода, снег и минус 5. Для юго-запада 26 февраля будет пасмурным и умеренно морозным. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше синоптики обещают небольшой снег и до 4 градусов со знаком минус. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Торговый дом «Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом «Агрозапчасть М» готов стать вашим надежным партнером. О погоде в Казани. В Казани ожидается облачная погода, временами снег. Дневные температуры минус 3, минус 5. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 86%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.